Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как горели машины в Салават-Купере и что осталось от вспыхнувшей на Сибгата Хакима БМВ. Расскажем, что вызвало подозрение водителя Киа в поведении врезавшегося в него водителя Рено. И почему, когда алкотестер зафиксировал алкоголь в выдыхаемом воздухе, автоинспекторы его отпустили? Я не знаю, но какой-то странный. А также Hyundai перевернулась на улице Ершова. По левому ряду, получается, на колее занесло, потому что колея большая. Владельцы автомобиля намерены судиться с дорожными службами. И почему опрокинулась Kia на улице Батурина сегодня днем? Дорога скользкая, не гоняйте. Это и не только прямо сейчас. Моторный отсек и кабина «Газели» сгорели полностью, а обгоревшей «Ладе» предстоит серьезный ремонт. Таковы последствия возгорания грузовика сегодня днем во дворе одного из домов на улице Виктора Саженова в Салават-Купере. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке грузовика и быстро разгорелось. Огонь перекинулся на стоящую впереди «Ладу». Ее владелец, спасая машину от полного уничтожения, на уже горящем автомобиле заехал в сугроб и стал тушить пламя снегом. Окончательно с пламенем справились приехавшие на место возгорания пожарные. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки «Газели». Несчастливым выдалось число 7 в ночь с 8 на 9 января для некоторых автомобилистов в Казани. Например, напротив дома номер 7 на улице Сибгата Хакима вспыхнул автомобиль БМВ. Водитель остановился у края проезжей части. Вскоре загорелась задняя часть иномарки. Машина полыхала открытым пламенем. Огонь на мобильные телефоны сняли очевидцы. С пламенем справились прибывшие по вызову пожарные. Они не дали огню полностью уничтожить автомобиль, быстро потушив горящую заднюю часть. Имеет ли смысл восстанавливать машину, будет решать владелец после оценки причиненного ущерба. Причины возгорания выясняют дознаватели. По одной из версий не выдержала нагрузки проводка иномарки. Аккумуляторная батарея у этого автомобиля находится как раз в багажнике. А совсем рядом, на парковке у дома номер 7 на улице Чистопольская, водитель Рено, выезжая задним ходом, задел стоящую Kia и хотел уехать с места происшествия. Зашедший в магазин мужчина выбежал на звук сработавшей сигнализации и увидел, что второй водитель уезжает, и сделал все, чтобы его задержать. Потерпевший предположил, что пытавшийся скрыться мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, и тут же вызвал автоинспекторов. Я не знаю, но какой-то странный. Поведение водителя Рено, говорит владелец Kia, с самого начала показалось ему подозрительным. Рассказывает, если бы не выбежал из магазина на звук сигнализации, то он вообще бы уехал после того, как задел его автомобиль. Он вот так стоял, вот так место было проехать. Он как будто, вот, я не знаю, как вот умудрился ударить вот меня вот сюда вот. Ну, незначительно, да, как бы тут вот. Ну, просто я когда светил тут, и диск так поцарапанный. А это вот сведено, да? Ну, как бы, да, вот он просто, я не знаю, как он может так задеть. Мне показалось, как будто он выключил. Хотя повреждения автомобиля не очень существенные, мужчина тут же вызвал автоинспекторов. Вдруг водитель Рено действительно пьян. Сам он от общения с журналистами отказался, закрывшись в патрульном автомобиле. Автоинспектор мужчина признался, действительно пил, но немного и еще днем. И сейчас чувствует себя совершенно трезвым человеком. Ему предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Он согласился. Все, хватит. 0,76. Хотя алкотестер и обнаружил выдыхаемым водителем в воздухе спирт, но его количество было в 2 раза меньше допустимой нормы. То есть по закону он совершенно трезв. Аварию оформили на месте. Ущерб от столкновения машин был небольшой. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. А на улице Ершова опять же у дома номер 7 ночью опрокинулась Hyundai Solaris. Столкновения с другими машинами не было. И это, по мнению водителя, большая удача, иначе последствия были бы куда серьезнее. Девушка, водитель иномарки, не справилась с управлением сама. Причина, говорит, для этого была. Это глубокая колея на дороге, попав в которую автомобиль закрутила, выбросила с дороги в столб, после столкновения с которым автомобиль остановился уже на крыше. Дороги не делают, на колее потащила машину. Машину занесло, ударился от снег, машину перевернула.
Он приехал на место сразу же, как узнал, что супруга попала в аварию. Его в машине в тот момент не было, но прекрасно понимает, что произошло. Самого не раз кидало из стороны в сторону, когда попадала в глубокую колею. Ну, получается, супруга, с коллегой по работе в сторону. Ехала она его с работы до дома, подкидывала уж по пути. 2 человека было. Люди в аварии не пострадали. И водитель, и пассажир позаботились о своей безопасности. Пристегнуто, можно сказать, может, это и помогло. Рассказывает, его жена ехала по левой полосе. Уверяет, что скорость она не превышала. Ездит осторожно и стаж большой. За рулем 2-й десяток лет. Поэтому верит, что ничего сделать было уже невозможно. По левому ряду, получается, на колее занесло. Потому что колея большая. Скорее всего, об столб задела. Машина перевернулась на крыше. Ну, что-то ребята помогли, перевернули обратно колеса. Виновником аварии мужчина видит службу, ответственную за содержание этой дороги. Полной страховки на машину нет, выплат по ОСАГО тут не будет. Автоинспекторов вызвали специально, чтобы зафиксировать все условия, при которых произошла авария, и измерить глубину колеи. Сейчас, скорее всего, надо в суд подавать на дорожников, потому что колея большая. Это же тоже не дело. Была бы ровная дорога, такого бы не было. Ремонтировать автомобиль, говорит, пока не будет, до проведения всех экспертиз и окончательного решения суда. В своей победе мужчина не сомневается. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. А на улице Батурина сегодня днем на крышу опрокинулась Kia Ceed. Глубокой колеи в этом месте на дороге нет. Водитель признался, что сам виноват во всем произошедшем. На скользкой дороге он не справился с управлением. Его стало заносить на другой автомобиль, который двигался рядом. И чтобы избежать с ним столкновения, водитель вывернул руль в противоположную сторону. Так машину отбросила на снежный вал у края проезжей части, после чего иномарка перевернулась. Дорога скользкая, не гоняйте. На колеса автомобиль поставили с помощью проезжавших мимо водителей. Грузовиком его убрали с дороги, чтобы не создавать помех движению других машин. Всю ответственность за произошедшее будет целиком и полностью нести водитель Kia. 37-летний житель поселка Джалиль застрелил своего 30-летнего товарища во время незаконной охоты на зайца и косулю. За добычей они отправились в состояние алкогольного опьянения, без лицензии на отстрел и с чужим ружьем. Мужчины подстрелили косулю, после чего подъехали к ней на снегоходе. Подозреваемый в этот момент попытался добить животное при помощи ножа, однако по неосторожности произвел выстрел в затылок впереди сидящему потерпевшему. В результате полученного ранения тот скончался на месте. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвинение в убийстве 22-летнего жителя Огрызского района предъявили его 25-летнему знакомому. Тревогу забили родственники молодого человека, который 31 декабря на своей «Ладе Приора» уехал из дома и пропал. 3 января в Удмуртии нашли его машину со следами крови в салоне. Вскоре задержали подозреваемого, но он свою причастность к пропаже знакомого отрицал категорически. Однако под давлением улик и результатов экспертиз признался в убийстве и показал, где спрятал тело. В настоящий момент следствием установлено, что злоумышленник сел в машину к потерпевшему, где нанес ему несколько ножевых ударов. От полученных ранений тот скончался на месте, а злоумышленник отвез тело в Удмуртскую республику, где закопал в сугробе. Руками своих знакомых решил избавиться от 37-летней супруги 41-летний житель Буинска. К жене он, как установили следователи, испытывал неприязненные чувства, поэтому разорвать брак решил убийством, замаскировав его под разбойное нападение. Своим знакомым он предложил такой план – напасть на них, женщину убить, его самого слегка покалечить. Взамен одному обещал простить долг, деньги для другого положил в барсетку, которую во время нападения должны были забрать. В дальнейшем злоумышленники подошли к автомобилю, в котором находился обвиняемый, а также его супруга, и нанесли женщине множественные удары обухом топора и ножом по различным частям тела. Также они нанесли удары и злоумышленникам, чтобы представить убийство как разбойное нападение и снять с него подозрения. После этого преступники похитили барсетку, в которой находились 40 тысяч рублей, и скрылись. А обвиняемый, обнаружив, что его супруга жива, отвез ее в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.